Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. 56-летний мужчина избил 15-летнего подростка на детской площадке жилого комплекса на перекрестке улиц Фучика и Вербная в Казани. Все зафиксировала камера наблюдения. По словам матери мальчика, он гулял с сестренкой, и сначала конфликт вспыхнул с соседским мальчишкой. Он несколько раз пнул в них мяч и один раз попал в девочку, на что мальчик просто выкинул мяч за забор. Владелец этого мяча пожаловался отцу, и тот пришел разбираться, угрожал, 2 раза ударил подростка ногой в грудь и вдобавок запустил в него самокат. У мальчика, по словам матери, ушибы и разрыв связок на руке. Телесные повреждения они зафиксировали и написали заявление в полицию. В отношении 56-летнего казанца был составлен административный материал по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские Татарстана разыскивают потерпевших от действий 5 молодых людей, которые подозреваются в совершении серии особо тяжких преступлений. 2 жителей Агрыза обратились в полицию и рассказали, что они стали жертвами разбоя и грабежа. Неизвестные люди просто врывались к ним, били, забирали все ценное и требовали еще. Личности подозреваемых стражи порядка вычислили, их задержали, но считают, что пострадавших от их действий может быть куда больше, чем обратились в полицию. Их задержали почти так же, как налетчики врывались к своим жертвам. Первым о совершенном преступлении сообщил 33-летний житель Агрыза. Он рассказал, что неизвестные проникли к нему в квартиру, били и требовали деньги. Нападавшие обыскали квартиру и похитили паспорт потерпевшего, планшет, сотовый телефон, а также денежные средства в сумме 36 тысяч рублей. Кроме этого, один из злоумышленников, угрожая Агрызу ножом, требовал 1 миллион рублей. Лишь после того, как заявитель согласился передать денежные средства и попросил на это несколько дней, задержанные ушли. 20 июня похожую историю полицейским рассказал 70-летний пенсионер. Ночью, когда он был на работе, к нему в вагончик вломились неизвестные. Требовали отдать ключи от машины, били черенком от лопаты. Сняли с руки часы и золотой перстень. В какой-то момент потерпевшему удалось вырваться от нападавших, убежать и спрятаться. Вернувшись к вагончику, заявитель обнаружил пропажу своего автомобиля, в котором находились денежные средства и документы, а также электрической дрели из вагончика. Полицейские связали один налет с другим, вычислили личности подозреваемых и с помощью силового подразделения Росгвардии их задержали. У них обнаружили документы и ключи от автомобиля пенсионера. Установили полицейские и местонахождение самой машины. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 162, частью 2 статьи 161, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Агрызским районным судом в отношении 2 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 1 под подпиской о невыезде, еще 2 фигуранта задержаны по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Следователи полагают, что число потерпевших куда больше, чем обратились с заявлением в полицию. И просят всех, кто пострадал от действий подозреваемых, обратиться в отдел МВД по Агрызскому району. Адрес и телефон указаны на экране. Рамиль Галиуллин, «Вызов 112». Больше чем на 1 миллион рублей наворовал чужого имущества 40-летний нигде не работающий житель Казани. Он забирал все, что представляло хоть какую-то ценность, при этом совершенно не скрываясь, причем зачастую у всех на виду. Благодаря этому он и оставался незамеченным. Люди даже предположить не могли, что на их глазах открыто и совершенно спокойно совершается преступление. Его вычислили благодаря записям с камер наблюдения. Тут, например, он у всех на виду подошел к человеку, лежащему в больнице, и забрал у него телефон. Предположить, что пациента только что обокрали, медицинский персонал не мог. Тут он также спокойно выходит из офиса, прихватив с собой все, что приглянулось. Его манера краж поразила даже многое повидавших оперативников. В начале июня в полицию обратился потерпевший с сообщением о краже электроинструментов. Мужчина рассказал, что занимался ремонтом в одном из помещений Вахит
Никитовском районе. Пропажу имущества заявитель обнаружил утром, когда пришел на работу. Среди похищенного оказались дорогостоящие инструменты на общую сумму более 400 тысяч рублей. 54-летняя жительница города обратилась в полицию после того, как обнаружила, что из ее сумки пропала наличка в размере 10 тысяч рублей. Женщина ненадолго выходила из офиса, оставив личные вещи без присмотра. В течение месяца подобных заявлений в полицию поступило множество. Найдя схожесть в почерке преступлений, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и тщательно изучив каждый факт, полицейские пришли к выводу, что ко всем кражам причастен один и тот же человек. Причем действовал он один, без помощников. Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Казани задержали подозреваемого на одной из улиц города. Им оказался 40-летний, ранее судимый житель столицы. Мужчина свою вину признал полностью. Все похищенное он сбывал, а деньгами распоряжался по собственному усмотрению. На допросе подозреваемый рассказал, что проникал в помещение свободным доступом. Мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Она предусматривает от штрафа до 200 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы. Вердикта суда мужчина будет ожидать под подпиской о невыезде. Алия Сабирова, вызов 112. 12 жителей Казани обратились в полицию, когда не смогли завести свои автомобили. Причину выявили быстро. Они не нашли аккумуляторов под капотами своих машин. Сумма ущерба в каждом случае была разной, но порой достигала нескольких десятков тысяч рублей. Мириться с таким положением дела автовладельцы не желали и написали заявление о пропаже своего имущества. Он прятал аккумуляторные батареи в укромном месте, а потом приезжал за ними на такси и забирал. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Как превратить чужую автомобильную батарею в свои наличные деньги, как потом признался 27-летний молодой человек, он придумал в начале лета и приступил к реализации бизнес-плана. 62-летний житель Советского района сообщил, что из принадлежащей ему иномарки пропал аккумулятор. Сумма причиненного материального ущерба составила 40 тысяч рублей. В этот же день с аналогичным заявлением обратился еще один автовладелец. Он рассказал о хищении имущества с автомобилем марки МАЗ стоимостью 24 тысячи рублей. Всего в полицию с точно такими же заявлениями обратились 12 человек. Стражи порядка проверили каждый случай и вышли на единственного подозреваемого. Им оказался молодой человек 1997 года рождения. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник действовал по заранее отработанной схеме и похищал аккумулятор, вскрыв капоты подручными средствами. Похищенный он сбывал, а деньгами распоряжался по своему усмотрению. Уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено по статье «Кража». До суда его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Алия Хайрудинова, вызов 112. На 5 лет лишиться свободы может 20-летний молодой человек, который в одном из мессенджеров нашел для себя прибыльную и непыльную работу курьером. Надо было приезжать по адресам, которые давал работодатель, забирать деньги и переводить их на определенные счета, оставляя себе процент. Молодой человек быстро понял, что трудится на мошенников, но отказаться от доходного дела не смог. Он выполнил 3 поручения своего работодателя, которого никогда не видел. Расплачиваться за это ему предстоит еще долгие годы. Какая квартира? 180 какая? Когда шел забирать деньги, постоянно был на связи с работодателем. Адреса ему сообщали, о возможности скорого длительного отпуска на ограниченной колючей проволокой территории упомянуть забыли. Личность молодого человека установили быстро. После задержания он признался. Успел съездить по 3 адресам и забрать у пенсионера в общей сложности 390 тысяч рублей. Полицейские установили, что в одном из мессенджеров неизвестные предложили ему работу в качестве курьера. Необходимо было забирать денежные средства у граждан и переводить их на сторонние счета, оставляя себе небольшой процент от суммы. 87-летняя пенсионерка была в его списке первой. Незадолго до его визита ей позвонили неизвестные люди и убедили передать курьеру все деньги, которые есть для проверки на подлинность. Она сделала все, что ей сказали, и только потом поняла, что стала жертвой обмана, и тут же обратилась в полицию. Незамедлительное обращение потерпевших в полицию позволило установить и приметы подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники по горячим следам задержали 20-летнего безработного жителя Казани. Задержанный не стал отрицать своей вины и признался, что действовал незаконно. На данный момент следователи установили его причастность к 3 эпизодам мошенничества и проверяют, не имеет ли он отношения к другим аналогичным случаям обмана. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Радик Фархулин, вызов 112.
С начала этого года только в Казани задержали 35 курьеров-мошенников. Как правило, это молодые люди, желающие легких денег. Все они, как установили полицейские, прекрасно представляли, что их деятельность незаконна. Ответственность на них лежит точно такая же, как и на тех, кто непосредственно звонит и обманывает людей. За мошенничество группы лиц по предварительному сговору закон предусматривает до 5 лет реального лишения свободы. В среднем в день мошенники обманывают 15-20 казанцев. Если разделить вот эти 15-20 событий, например, будет где-то 8 событий будет с ущербом более 1 миллиона рублей, и остальные это будет где-то там порядка, в районе 100 тысяч рублей. Есть несколько основных способов обмана. Звонок от лжесотрудника банка, история о попавшем в беду родственнике и покупка или продажа в интернете. Причем, как правило, несколько тысяч или даже десятков тысяч мошенникам не интересны. Они выживают из потенциальной жертвы все, заставляют продавать имущество и брать кредиты. И если дошло до этого, предупреждают стражи порядка, в банках надо говорить правду. Мошенники, общаясь с потенциальным потерпевшим, поясняет, что обязательно нужно будет в банке сказать какую-то определенную легенду о том, что вам деньги нужны на строительство, на переезд и так далее, потому что сотрудники банка, в свою очередь, тоже при выдаче кредита эти моменты обязательно проговаривают, да, говорят, вас точно мошенник не обманывает, вы точно для ремонта эти денежные средства получаете. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. Теперь уже через месяц мы уходим в отпуск. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.